Новому составу правительства предстоит осуществить масштабную перезагрузку страны в сжатые сроки, совершив грандиозный прорыв в важнейших сферах жизнеобеспечения, в том числе экономической, технологической и геополитической, обеспечивающих ведение страной суверенной внешней и внутренней политики, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, сообщает РИА Новости. По его словам, новый состав кандидатов в правительство состоит из хорошо сбалансированных руководителей министерств и ведомств, делом доказавшими свою профпригодность и стрессоустойчивость, способных стать на своем направлении важнейшими центрами принятия стратегических решений. Кабмин России поддерживает законопроект о наказании за вовлечение несовершеннолетних через интернет в преступления при условии его доработки. Законопроектом предлагается часть 2 статьи 150 Уголовного кодекса России «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» и часть 2 статьи 151 Уголовного кодекса «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий» дополнить новым квалифицирующим признаком, предусматривающим совершение соответствующих преступлений посредством информационно-коммуникационных сетей, включая сеть интернет. Также Уголовный кодекс дополняется особо квалифицирующими признаками в отношении 2 или более несовершеннолетних и в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. В России собираются штрафовать водителей за скрытые или видоизмененные автомобильные номера, сообщает Интерфакс. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности приняла проект закона об административной ответственности за действия, которые препятствуют идентификации государственных регистрационных автомобильных знаков, либо позволяющих их видоизменить или скрыть. Водителей будут штрафовать за повторное управление автомобилем без государственных регистрационных знаков в течение года. Новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» будет направлен на достижение национальной цели по созданию устойчивой и динамичной экономики, заявил исполняющий обязанности вице-премьера Александр Новак на заседании профильного комитета Госдумы. 7 мая президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Среди них устойчивая и динамичная экономика. Новак напомнил, что глава государства поставил задачу, чтобы Россия к 2030 году вошла в 4 экономик мира по паритету покупательной способности. Процесс должен сопровождаться не просто ростом объемов экономики, а в первую очередь ростом доходов населения и предприятий, заключил Александр Новак. Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут индексировать дважды с 2025 года, сообщила член Комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. С 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля, пояснила Бессараб. Социальные пенсии по-прежнему будут индексироваться с 1 апреля, добавила политик. По словам Бессараб, всего в России 43 миллиона получателей всех видов пенсий. В апреле вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что до 63% пенсионеров возвращаются на рынок труда после оформления пенсии. По ее словам, для более эффективного использования потенциала этой группы правительству важна система обучения на протяжении всей трудовой жизни старшего возраста. В Ингушетии стартовали Всероссийские военно-патриотические игры на базе Горского кадетского корпуса имени Абдуллы Цароева, отмечающего свое 30-летие. В республику прибыли команды из Калмыкии, Рязани и Кабардино-Балкарии. Соревнующиеся продемонстрируют свои умения в строевом марше, физической подготовке и военной дисциплине. Победители будут объявлены 14 мая.